видеть. Хотелось бы сказать то, что с вашего визита очень сильно испугались наши политические конкуренты и уже пустили дезинформацию. Подтвердите, пожалуйста, вот прямой эфир веду в Фейсбуке специально, Виктор Николаевич, Павел Николаевич, подтвердите, что где сегодня у нас будет встреча. Ну я скажу, да. Сегодня встреча, и Павел Николаевич это знал с самого начала, состоится в культурном центре Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова «Сергеляшские огни». Это Белинского 58А. Белинского 58А. Сергеляшские огни, культурный центр. Пару слов, Павел Всех приглашаю. Николаевич, эфира в Фейсбуке для наших пользователей активных интернета. Приходите, будьте. Какой-то вопрос такой задали, сказали, что я кого-то напугал. Да, мы напугали. Я не такой страшный. Перепугались. Они сами перепугались. Да, я думаю, что это несколько другое. Они на самом деле понимают, и, кстати, наши оппоненты понимают, что они не правы, что все действия, которые они предпринимают по пенсионной реформе, по отношению к пенсионерам, к молодежи, они все приведут к тому, что за них никто не проголосует. Поэтому они не испугались, а просто понимают собственную неправоту. На их месте я просто снял свои кандидатуры с выборов и дал возможность выбрать нормальный парламент, нормальный руководителя республики, который бы все-таки пошел по пути, ну, скажем так, социалистическому, социальному. Вот. А у них какой-то храбрости не хватает, как будто их кто-то не пускает. Хотя они прекрасно понимают, что та политика, которую проводит федеральное правительство, федеральные органы там, Единой России, руководство, она глубоко, как сказал Геннадий Андреевич, она похожа на геноцид. Она глубоко порочна. Поэтому поддерживать эту политику нельзя. Нужно просто поменять свое мнение или поменять партию. И быть вместе с народом, то есть вместе с нами. Пару слов для жителей. Хорошо, все. Для жителей республики скажу только одно. Знаете, мне тут сказали, что я привез солнце, да, такая хорошая погода. Я надеюсь, что я привез не солнце, а победу. Я считаю, что если жители вашей прекрасной республики придут все на выборы 9 сентября, хотя надо понимать, что власть специально назначила этот день голосования, единый день голосования, чтобы никто не пришел на выборы. Потому что когда никто не приходит на выборы, легче фальсифицировать. Поэтому я предлагаю всем прийти на выборы и проголосовать за политическую партию Российской Федерации. Тогда жизнь наладится. Спасибо большое, Павел Николаевич.